Проводники в мир книг со всех районов Ингушетии сегодня главные слушатели лекции. Тему обсуждают важную – как популяризировать русский язык в библиотечной сфере. С языком, когда он становится средством межнационального общения, язык принципиально перестает быть языком только определенного народа. Он, конечно, и великий, и могучий, однако в последние годы все же начал терять популярность. Если в конце 90-х он занимал 4-е место в мире по распространенности, то в 2020-м переехал на 10-е. Поэтому даже госполитика страны направлена на продвижение русского языка и литературы. Именно этому вопросу посвящен первый доклад. Русский язык принципиально уже является языком не моим, русского народа, а нашим, языком всех народов. Вот именно в этот смысл, я так думаю, президент Российской Федерации вкладывал в эти слова, а я их повторю. Русский – это язык исторического братства народов. У каждого из докладчиков свои способы и методы, как популяризировать язык. Глобализация не прошла мимо библиотек. Букслэш, литературные гонки, конкурс фанфиков и выставки, инсталляции. С каждым годом в библиотечную сферу внедряются новые инновационные методы. Букслэм. Это такое некое книжное соревнование. То есть мы говорим про соревновательные библиотечные технологии. Когда, например, идет презентация книги или писателя с элементами театрализации. То есть это могут быть небольшие представления каждой команды. Команда не менее 3 человек создается из читателей. Они готовят представления по мотивам книги. Заведующая Карабулакской библиотекой Марина Амирханова сегодня тоже в числе слушателей. Библиотекарь со стажем уверена, что именно они – один из главных винтиков, помимо педагогов в школе, который помогает развить язык. Лекцию она послушала и даже кое-что взяла себе на вооружение. Я сегодня с интересом услышала, что можно провести мероприятие, называемое «Бегущая книга». Это библиотекари выходят, останавливают прохожих, задают им вопросы, прохожие отвечают на эти вопросы. То есть, мне кажется, это очень интересно. И думаю, что в дальнейшем можно будет провести именно такую методику. Они не просто сортируют и выдают книги. Их первоочередная задача – расширить кругозор читателя, стать его проводником в литературу и язык. А Национальная библиотека – своеобразный форпост в этом для других библиотек Ингушетии. Поскольку, если он есть на русском языке, он может быть переведен также и на другие языки. И таким образом мы продвигаем через русский язык и свою национальную культуру. Тем не менее, для нас очень интересно и вообще в целом для библиотечных работников ознакомиться с государственными программами в области продвижения русского языка, инновационными практиками продвижения. Организатор встречи – Центр духовного и патриотического воспитания «Родные традиции». Сегодняшний семинар – это один из циклов лекций, с которыми они курсируют по югу страны. Сотрудники центра надеются, что их работа внесет вклад в дело популяризации государствообразующего языка. С аудиторией, живой аудиторией библиотекаря, она дает возможность понять их реальные, их нужды, их практики какие-то. Мы тоже обогащаемся этим общением. То есть в данном случае мы не как наставники, мы, наверное, это наше такое партнерство. И так и должно быть, потому что библиотека, что это такое? Это центр культурной коммуникации. Здесь нет главных, нет подчиненных, здесь все равны. Встреча заканчивается, однако работа по продвижению русского языка и литературы только начинается. Полученные знания каждый из библиотекарей будет внедрять в своем заведении. Тамара Хшигульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.